Меня зовут Романов Виктор Дмитриевич, являюсь министром строительства Республики Саха-Якутия. Сегодня поговорим об увеличении объемов строительства многоквартирного жилья, индивидуального жилья и также по строительству объектов образования, здравоохранения в рамках национальных проектов. На сегодня у нас перед Минстроем поставлена очень такая большая важная задача по увеличению объемов водожилья, потому что, улучшение жилищных условий населения республики – это очень большая потребность. У нас реализуется очень много льготных программ ипотечного кредитования, и, соответственно, спрос на рынке жилья он очень большой, и наша задача обеспечить совместно с органами местного самоуправления эту потребность. У нас за последние годы в республике наблюдается большой рост водожилья. Если говорить про прошлый год, то у нас введено 705 тысяч квадратных метров жилья, из них 315 тысяч это многоквартирное жилье. Данный показатель он является рекордным. Такой показатель выше, то есть 700 тысяч было введено в 90-м году, и с тех пор у нас таких больших показателей по водожилья не было, и, соответственно, это доказывает, что у нас активно идет обеспечение и улучшение жилищных условий наших граждан. И за последние 6 лет в республике введено очень много индивидуального жилья, это в рамках льготных кредитных программ строится очень много ИЖС. Если говорить про 2018 год, то вводилось примерно 200 тысяч квадратных метров жилья, но если мы говорим про цифры прошлого года, 2023 год, то у нас уже введено было 390 тысяч, то есть уже кратное увеличение. И, конечно, основной объем жилья вводится в городе Якутске, и многоквартирное, и индивидуальное. И, соответственно, в прошлом году по городу Якутску ИЖС было введено 197 тысяч квадратных метров. Это получается буквально половина от всего ввода ИЖС введено в Якутске. В целом в Якутске за последние 6 лет введено порядка 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров, и объемы только растут. Объем ввода многоквартирного жилья увеличился более 1,5 раз, если быть точными, то 1,6 раза, увеличение есть. И у нас планово, если говорить, в прошлом году план был 650, и мы его как раз таки перевыполнили. Если говорить по сравнению с 2022 годом, то рост составил 1,5 раза. Если мы ввели 315 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья в прошлом году, то в 2022 году этот показатель был 198, то есть 1,5 раза. Произошел рост. ИЖС он остался на уровне, то есть порядка 390 тысяч квадратных метров также было введено в 2022 году. И мы в этом году имеем план, который, как говорится, доведен федеральными органами власти. Это 690 тысяч квадратных метров, но у нас поставлена задача главой республики Арсением Сергеевичем в текущем году ввести не менее прошлого года, то есть 705 тысяч квадратных метров. Хочу сказать, что уже сейчас, на 1 мая у нас введено 262 тысячи квадратных метров жилья. Многоквартирные из них составляют 105 тысяч квадратных метров. И, соответственно, мы этот план, который ежемесячно должны выполнять, исполняем. Хочу сказать, что именно хорошим стимулом является программы
льготные ипотеки. У нас реализуется сельская ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека с господдержкой. И вот самой популярной у нас является дальневосточная ипотека. И по 2% годовых у нас выдано наибольшее количество ипотечных кредитов. Республика по Дальнему Востоку занимает по объему и количеству кредитов второе место после Приморского края. Если говорить по цифрам кредитов, да, вот хочу сказать, что с начала реализации вот этих льготных ипотечных кредитов у нас выдано 113 миллиардов кредитов, это 23 тысячи в количественном выражении. В текущем году уже выдано 9,5 миллиардов, это тоже хороший показатель. Львиная доля, как сказать, да, это, конечно, многоквартирное жилье, но ИЖС тоже в хороших объемах. Из 9,5 миллиардов, 3,5 миллиардов это у нас кредиты на ИЖС. Так, вот, коллеги, поступают вопросы, да, вот, когда выдадут ключи микрорайон Звездный, сектор С. Сектор С, да, ожидают очень много граждан, которые ждут переселения, да, это из 7, вообще там строится 10 домов, да, вот в секторе С. И у нас на сегодня в ближайшее время должны ввестись 7 домов, из них вот 2 дома введено буквально на той неделе, 3 дома будут введены на этой неделе, получение разрешительных документов, и за ними вот 2 дома пойдут, и скорее всего вот до конца мая также эти 2 дома введены, и мы по введенным домам начали уже передачу, да, то есть у нас реализуется по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, начали через дирекцию жилищного строительства уже передачу квартир. Также у нас сектор С ожидают переселения и вот 17-го квартала. Вот в ближайшее время также мы планируем расселение домов, которые вот находятся рядом с аэропортом города Якутска. И, соответственно, вот, можно сказать, что в июне уже начнется активная фаза передачи квартир. Космонавтов 11/1 документы сдали, когда будет переселение. Вот я точно сейчас не могу сказать, да, вот под какой объект космонавтов попадает. Там у нас в 17-м квартале 3 локации, по которым будет расселение. Это жилье, которое строится, будет расселение, да, вот частичного сектора С. После ввода объектов, плюс там строится детский сад, по нему сейчас тоже активно началось расселение, и планируется также вот начало спортивного зала, и по нему тоже будет расселение. Соответствующие деньги мы до города Якутска по детскому саду и по спортивному комплексу довели, и вот ДЖО, департамент жилищных отношений, в ближайшее время, если вот документы сданы, то уже начнется переселение. В Нижнем Бестяхе, когда нас переселят, новый дом обещали в конце, да, там в Нижнем Бестяхе строятся 2 дома, с отставанием, так сказать, да, действительно в конце 2023 года ожидали, но вот сейчас активно ведется строительство. Причинами задержки стали в прошлом году, там весь комплекс, да, строительный испытывал проблемы с нехваткой строительных материалов и трудовых ресурсов в связи с различными внешними факторами, это санкции, там определенные ограничения, и данные объекты были, не введены в прошлом году. Сейчас активно стройка ведется, и думаю, до осени точно вот данные объекты будут введены и расселение будет сделано. То, что касается Нижнего Бестяха. Так, тут у нас достижения я вкратце отметил, да, по вводу жилья за последние годы. По прогнозу, еще раз повторюсь, у нас в текущем году показатель ввода
не менее прошлого года. Это не менее 705 тысяч квадратных метров жилья мы должны ввести. Из них многоквартирное жилье это порядка тоже 315 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. ИЖС у нас факторы, это, вот, как я тоже говорил, это кредиты ипотечные, да, они вот очень большие изменения, да, вот вы знаете, что ключевая ставка, она выросла в разы, на сегодня вот 16% ключевая ставка, и банки стандартные кредиты выдают, ну, почти, можно сказать, под 20%, и здесь огромная благодарность правительству Российской Федерации, да, вот сохранили дальневосточную ипотеку, несмотря на то, что у нас рост как бы расходов федерального бюджета на возмещение вот разницы процентов. И благодаря вот таким решениям на сегодня продолжается как бы, ну, льготная программа по дальневосточной ипотеке. Клара Цеткин 15. Клара Цеткин 15. Это у нас какой этот квартал был, вот не могу сказать, да, этот, если интересуют вопросы расселения, то можете, в принципе, обращаться Минстрой письменно, через электронную почту, либо через наши социальные сети, потому что у нас активно как бы мы реагируем на, как сказать, вопросы, поступающие через социальные сети, поэтому в принципе мы можем соответствующую более точную информацию сообщить через ваше обращение. КРТ, да, КРТ, это у нас комплексное развитие территорий. Действительно, вот 3 года назад вот инструмент КРТ начал работу, и у нас в городе Якутске на сегодня реализуется 6 проектов КРТ. КРТ это как бы, ну, инструмент, который действительно за короткие сроки позволяет реализовать проекты развития территорий. 6 проектов, это у нас из крупных, да, можно отметить, это спортивный, так называемый этот 17-й квартал, да, реализуется. Общий градостроительный потенциал вот этих вот 6 проектов у нас составляет 860 тысяч квадратных метров строительства жилья. То есть, соответственно, по этим КРТ до 30 года будет построен такой объем жилья. Также у нас ведется работа по добавлению, принятию новых решений по КРТ. И в ближайшее время будет принято решение правительством совместно с городом Якутском, принято по 4 проектам, где градостроительный потенциал составляет 320 тысяч квадратных метров. КРТ позволяет как бы, ну, решить вопрос расселения аварийного жилищного фонда. Вот уже как бы, ну, смотрю, вопросы задают, да, вот по аварийному жилью. И у нас в прошлом году президентом России принято решение по якутской агломерации, так сказать, да, вот по городу Якутску, то, что мы должны расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный на 1 сентября 2023 года. И такой объем у нас по городу Якутску составляет 440 тысяч квадратных метров аварийного жилья, порядка, если я не ошибаюсь, 950 примерно этих аварийных домов. И мы этот аварийный жилищный фонд должны расселить до 30 года. То есть это очень большой объем. Если мы эту задачу исполним, то как бы, ну, у нас город Якутск очень сильно будет преобразован. КРТ также у нас реализуется в других населенных пунктах. Мы сейчас готовим совместно с районами и по Алдану, по Ленску. И КРТ по ИЖС у нас начинает появляться, да, и вот это тоже как бы, ну, даст как бы, ну, хороший комплексный подход к развитию кварталов. Динамика по строительству объектов, какие вызовы стоят по нас проектам. Если говорить по национальные проекты, да, у нас Якутия, наша республика, получает очень большой объем финансирования. В прошлом году, если мы в целом по всем национальным проектам рассматривать, а их 12, получили финансирование 69,7 миллиардов рублей. Это наибольший объем по России после Москвы и Подмосковья. Я считаю, что это неплохой результат. Это в целом комплексный как бы, результат работы правительства нашей республики, наших министерств, да, с федеральными органами.
Если говорить за последние 4 года, да, с 2019 года, как начали вот эти вот национальные проекты работать, республика получила 187 миллиардов рублей. Это очень большой объем. Ну, естественно, туда входят и дороги, да, мостовые переходы, там порядка 50 мостовых переходов сделано, более 900 километров отремонтированных дорог, свыше там 60 объектов здравоохранения, порядка 50 школ и вот больше 30 детских садов построено. И у нас на сегодня в целом по нас проектам введено 319 социальных объектов. И по аварийному жилью получили более 40 тысяч якутян уже ключи от новых квартир. Какие объекты рассматриваются для строительства без проведения закупочных процедур? У нас все объекты проходят, закупочные процедуры, да, если мы говорим про социальные объекты. Жилье строится и тоже по переселению через закупки проходит. Без закупочных процедур у нас осуществляется строительство проектов по ГЧП, так сказать, да, государственно-частное партнерство и инструменты по концессиям. По концессиям отдельный порядок федерального законодательства, регулирования, по которому инвестор заходит по согласованному заданию с государством, подписывается соглашение и, по сути, начинается строиться объект. Так, сколько объектов планируется построить в рамках нацпроектов? Да? В рамках нацпроектов у нас, сейчас если я к справке обращусь, у нас 27 объектов, из них в этом году планируется ввести 18 объектов. По культуре 3 объекта, образование 11 объектов, демография 3 объекта, из них 2 объекта в этом году, и здравоохранение. Здравоохранение в целом 10 объектов, но из них мы вводим в текущем году 2. Сколько объектов введено по нас проектам? Я тоже озвучил, да, 319 в целом по всем нас проектам введено. И в целом, если рассматривать помимо национальных проектов, в текущем году у нас план ввести по социалке 76 объектов. Это очень большой показатель. Считаю, что в наших населенных пунктах появится достаточно большое количество новых объектов. Сколько контрактов уже заключено на строительство этих объектов? Наверное, по контрактам судить не совсем правильно, потому что для того, чтобы построить один объект, заключается очень много контрактов. Если мы говорим про оснащение, например, один объект здравоохранения может иметь больше 100 контрактов. Да? То есть, основной объект, контракт, это понятно, это на строительно-монтажные работы, но и оснащение оборудованием, он является по каждому виду оборудования, монтируемое, немонтируемое, заключаются отдельные контракты, поэтому контрактов очень много. Если по службе госзаказчика говорить, то там больше 1500 контрактов, по переселению, если мы говорим по квартирам, тоже порядка 2000 контрактов, то есть количество контрактов достаточно большое. Есть и подрядчики, которые отстают от плана. Действительно есть по некоторым объектам отставание, но отставание оно регулируется, то есть санкции к подрядчикам применяются в рамках действующего законодательства, ведется претензионная работа, и если не ошибаюсь, уже сейчас в отношении плохих подрядчиков порядка 80 миллионов штрафных санкций применено, часть оно взыскана, часть в процессе находится, претензионная работа. По лимитам, да, по лимитам у нас в рамках нас проектов, так, сколько у нас, по лимитам у нас финансирование национальных проектов в текущем году по социальному направлению имеет больше 6 миллиардов рублей, да, по этим 27 объектам. Из них порядка 2,4 миллиардов это федеральное финансирование, и мы на сегодня законтрактовали
почти на 95%. И в ближайшее время тоже вот остатки закупочных процедур они проходят. И, соответственно, по освоению в течение года будет указанная сумма осваиваться. В целом по Минстрою, как бы если говорить, и как главный распределитель бюджетных средств, в прошлом году у нас объем финансирования составлял 62 миллиарда рублей. Это очень большой объем финансирования. В текущем году, как сказать, на начало года, так сказать, да, финансирование у нас составляет порядка 40 миллиардов рублей. Это вот, ну, на середине года и к концу года, с учетом появления новых у нас проектов, новых программ, возможно, это финансирование будет увеличиваться. Так, по подготовке кадров вопрос, да, действительно у нас в прошлом году наблюдался дефицит кадров. Дефицит кадров, он связан с, ну, в основном изменением, как сказать, курса доллара, потому что львиная доля рабочих рук, естественно, это привлекаемая иностранная рабочая сила. И просто у нас с учетом увеличения курса доллара зарплата стала непривлекательной. Да? То есть как бы иностранная рабочая сила сейчас больше интересны европейские страны, где у них более конкурентная зарплата. Но мы к этому готовимся. Сейчас совместно с Государственным комитетом занятости мы разрабатываем как бы программу. Это у нас персональное поручение главы. В рамках этой программы будет направление, и в том числе работа по иностранной рабочей силе и подготовке местных кадров. На подготовку местных кадров мы тоже обращаем очень большое внимание. Это среднее специальное образование, это высшее учебное заведение. Ну и как бы готовим соответствующие бригады, и активно тоже мы используем институт привлечения студенческих отрядов. В текущем году, в строительном сезоне, у нас студотряды выйдут в количестве 1200 человек. Рабочие силы, естественно, они востребованы, но проблема в том, что по рабочей силе у нас, как сказать, у нас бригадный же принцип, да, работы, то есть генеральная подрядная организация привлекает субподрядные организации, а субподрядные организации это в большинстве случаев это бригады. Поэтому мы сейчас вот, как сказать, развитие бригадного, как сказать, формирования, да, мы тоже делаем в рамках вот той программы, которую сейчас мы разрабатываем. Проводилась стратегическая сессия, мы, в принципе, все, как сказать, узкие места по обеспечению кадров с участием очень большого количества заинтересованных лиц обсудили, и, соответственно, сейчас это все будет учитываться в рамках этой программы. По специальностям у нас, как сказать, больше отделочники нужны, да, потому что как бы, ну, бригады по бетонщикам и так далее более-менее как бы, ну, обеспеченность, можно сказать, есть, а вот по отделочникам у нас очень большой, как бы, ну, как сказать, которые качественно делают работу, их не так уж много. Поэтому мы совместно коммунально-строительным техникумом тоже как бы готовим такие специальности. И вот как раз-таки в современных реалиях будем готовить востребованных специалистов, которые хорошо делают отделочную работу. Это плиточники, штукатурщики и так далее. Если как бы, ну, остановиться на отдельных национальных проектах, у нас вот по образованию ведется вот строительство 11 объектов, и 2 объекта в текущем году они введены. По городу Якутску у нас активно строятся школы, 29-я пристроить, да, вот к ней строится в текущем году, планируется вот этого объекта. Строится кадетская школа с интернатом. Школа сама готова почти, да, вот больше 90% готовности, а вторым этапом идет интернат. Там интернат тоже, ну, имеет сейчас готовность порядка 15%. В районе ДСК там строится у нас активно школы, строится школа 990 вот рядом с микрорайоном ДСК, и еще школа на 990 строится в квартале Звездный. Также в квартале Звездный у нас строится детский сад, поликлиника, то есть как бы там будет полноценное обеспечение социальной инфраструктуры. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов мы также строим
большую котельную, она будет введена в текущем году, и дефицит вот, тепловой энергии и водоподготовки горячей, она будет в текущем году обеспечен. Большой адаптивный образовательный комплекс строится на 550 мест, да, это на территории бывшего лагеря Бинга. Тоже планируется ввести в текущем году. В Жатае строится вот школа на 360 мест, она тоже как бы готова больше 90%, и в июле данная школа будет введена, и вот с августа, и, можно сказать, 1 сентября примет, как говорится, первых своих школьников. Если по районам говорить, у нас в Намцах, вот и в Кёле строятся школы, достаточно большие школы, 450 мест. И я думаю, это тоже как бы, будет позитивным моментом. Школа в Звездном когда будет готова? Школу сейчас только начали, будет введена в следующем году. Сейчас полностью завершили установку свайных фундаментов, и в ближайшее время начнут уже возводить, соответственно, каркас. По демографии у нас строится крытый каток искусственным льдом, да, вот в городе Якутске в текущем году планируется ввод, он будет располагаться в квартале Звездный, то есть там можно, как говорится, тому населению, которое туда переселится и будет проживать, можно, как говорится, кататься на катке, да. Современный очень хороший каток будет с хорошим оборудованием, ледообразователями. На сегодня как бы, завершается каркас, и буквально вот в мае начнется закрытие так называемого теплового контура. Также у нас спортивный зал строится в поселке Кызылсыр, в Мегано-Кангаласском районе. Дом-интернат для престарелых инвалидов строится в селе Матта. Вот в следующем году будет. По здравоохранению у нас в текущем году введен, да, вот буквально недавно, на той неделе, больничный комплекс в поселке Усьмая. Хороший этот объект, да, вот введен. Также будет введена Эльгайская врачебная амбулатория. Активно сейчас ведется строительство. Строятся объекты здравоохранения в селе Амга, городе Вилюйске, Майя, да, Мегано-Кангаласского, Намца, Нюрба, поселке Сангар будет строиться, в Нижнем Бестяке. То есть, как бы, очень много объектов строится. Я не говорю еще про фельдшерско-акушерские пункты, да, вот порядка 14 таких объектов строится населенных пунктов, из них порядка 4-6 уже введено, и до конца года будут эти все объекты вводиться. Большая работа проводится в городе Нерюнгри по ремонту и реконструкции объектов здравоохранения, то есть практически там 6 объектов, начиная с женской консультации, КВД, ведется реконструкция, будет обеспечено новым современным оборудованием. Министерство здравоохранения тоже как бы, по оснащению активно ведется, и практически все контракты заключены, и к концу года данные объекты будут как бы завершены, ремонтные работы и реконструкция. И я думаю, вот жители Нерюнгри будут получать на новых, практически обновленных объектах хорошие, качественные услуги по здравоохранению. Так, что еще? По объектам здравоохранения хочу еще добавить, вот в текущем году введены 2 объекта, это большие больничные комплексы в селе Чурапча, там хорошим МРТ, так сказать, да, современным иностранным МРТ в селе Чурапча. Насколько я помню, в заречной группе это вот, больница, в котором есть, появилась новая МРТ, да. В Хану Момского района введен больничный комплекс, тоже очень хороший объект, да. В прошлом году вводили в Итыкёле хорошую поликлинику, да, тоже современная, совсем хорошим оборудованием. Онкологический центр введен, и сейчас вот вторым этапом как бы, проводится работа, завершается по оснащению, тоже, как говорится, очень хороший МРТ там появился, да, с хорошими
показателями. В России таких практически единицы. И я думаю, вот такое качественное оборудование позволит на ранней стадии выявлять какие-то виды онкологических заболеваний. Так, я смотрю, вопросы как практически закончились, да, которые задаются. Если есть вопросы, можете написать, но я перейду, наверное, уже к завершению нашего прямого эфира. Хотел бы поблагодарить за вопросы. Спасибо, что интересует тема строительства. Мы будем достаточно периодично выходить и на интересующие вопросы постараемся давать объективные данные, объективную информацию для того, чтобы наша работа освещалась. Всем пожелаю, с наступлением лета, и кто собирается в отпуск, хорошего отдыха. И, как говорится, встретимся в следующий раз на прямых эфирах Минстроя. Всем спасибо.